Душанбе. В честь Си Цзиньпиня отменили джума-намаз. Узбекистан. Миллионные штрафы за обучение детей исламу. Кыргызстан. Предотвращен очередной госпереворот. С 4 по 6 июля в столице Таджикистана были введены беспрецедентные меры безопасности. Так было ограничено движение транспорта по ключевым улицам города. Улицам Мастангулова, Дониша, Айни, Шотимура и Широз, а также по проспекту Рудаки до улицы Карамова и по проспекту Самани до больницы Шифа-Бахш. Кроме того, в эти дни были закрыты некоторые крупные рынки и торговые центры Душанбе. Такие меры безопасности были введены в связи с государственным визитом в Таджикистан председателя КНР Си Цзиньпиня. В аэропорту китайского лидера встретил лично президент Рахмон. В честь дорогого гостя международный аэропорт Душанбе был украшен государственными флагами двух стран, портретами глав Таджикистана и Китая, лозунгами о дружбе народов двух государств. Также для встречи была организована музыкальная программа с элементами таджикской и китайской культур. В рамках своего визита Си Цзиньпин официально открыл здание парламента республики, построенного при безвозмездной помощи Китая в рамках соглашения от 2017 года. Однако больше всего жителей столицы возмутил другой факт. В силу того, что визит Си Цзиньпиня совпал с днем пятничной молитвы 5 июля, неожиданно для всех центральная соборная мечеть Якуби-Чархи оказалась закрыта для проведения пятничной молитвы под предлогом мер безопасности. До сведения граждан было доведено, что по уважительным причинам пятничная молитва в мечети Якуби-Чархи, расположенной по улице Шадмани, 58, района Исмаила-Самани, сегодня проводиться не будет, говорится в сообщении о МВД РТ по городу Душанбе. Наблюдатель отмечает, что меры безопасности явно не имели под собой никаких реальных причин или угроз, а были рассчитаны, чтобы кого-то впечатлить. Но кого же и зачем? Напомним, что 7 июня в таджикском МВД были произведены кадровые перестановки. На пост начальника столичного УМВД был назначен ближайший друг и член команды Рустами Мамалии Шохрух Саидзода, который ранее в течение 7 лет возглавлял управление уголовного розыска Министерства внутренних дел. Шохрух известен тем, что на своей прошлой должности начал возвращать в Таджикистан гражданских активистов и критиков режима, пообещав им полную амнистию. В итоге после возвращения оппозиционеры немедленно оказывались за решеткой. По данным правозащитников, за время его работы в управлении уголовного розыска участились вмешательства в частную жизнь гражданских активистов, а также пытки и жестокое обращение с задержанными. Введение таких беспрецедентных и, очевидно, несоразмерных мер безопасности в связи с визитом китайского лидера вполне вероятно можно понять как личную инициативу нового начальника столичного ОМВД, который, по всей видимости, таким образом хотел и проявить себя на новом посту, и угодить своему покровителю Рустами Мамалии. Нужно понимать, что Рустам неспроста расставляет на ключевые должности в республике преданных ему людей, ведь ожидает своего восхождения на трон, и рано или поздно это произойдет. Однако для всех остается загадкой, чего ждет Рахмон и почему не инициирует транзит власти, как это предусмотрительно сделал Курбангулы Бердымухамедов, видя на примере Узбекистана, что происходит с отпрысками диктаторов после их смерти, считает таджикский блогер Абдулла Аббосов. Уже решено, что будет транзит власти. Есть его сын Рустам Мамали. Скорее всего, уже решение принято. Депутаты Оли Меджлиса Республики Узбекистан 25 июня в первом чтении приняли законопроект, запрещающий родителям передавать ребенка на обучение в незарегистрированные религиозные организации или лицам без соответствующего разрешения.
Законопроект был инициирован МВД РУС. За нарушение этого запрета планируется установить административную ответственность. Штраф за игнорирование этого требования составит от 10 до 15 базовых расчетных величин. От 3,4 миллиона суммов до 5,1 миллиона суммов. Если же запрет будет нарушен повторно, штраф возрастет и составит от 15 до 25 БРВ. От 5,1 миллиона суммов до 8,5 миллиона суммов. Также родители или опекуны ребенка могут попасть под административный арест до 15 суток. Ya'ni bu berayotgan normalaring bilan uydagi ota, ona farzandiga diniy ta'lim bersa ham, u ham javobgarlikka tortiladigan normaga aylanadi. Один из инициаторов законопроекта, офицер специальной антитеррористической службы МВД, подполковник Абдувахид Шукуров, рассказал журналистам, что есть много случаев депортации детей Узбекистана из зарубежных стран. Люди, которые преподают там, не арабы, а люди, которых мы разыскиваем или которые уехали за границу, потому что они не имеют квалификации для преподавания в Узбекистане. Наша главная цель – обеспечить, чтобы они получили здоровое, чистое исламское образование, чтобы они не попали под влияние экстремистских и террористических организаций, заявил он. O'zbekiston aholisining 96%igina musulmon xolos, 94%. Qolgan 6% boshqa dinlar va konfessiyalarga e'tiqod qiluvchi aholi hisoblanadi. Shu sababli ham biz diniy ta'limga ruxsat bermaymiz, chunki 6%lik boshqa dinlardagi va konfessiyalardagi fuqarolarning huquqlarini himoya qilish maqsadida biz ruxsat bersak, ular huquq buzilib qoladi degan bu o'ta bir absurd bir bahonani ro'kach qilib keltirishdi. Наблюдатели на местах отмечают, что родители вынуждены отправлять своих детей за границу, поскольку в Узбекистане отсутствует легальная возможность дать им хоть какое-то религиозное образование. 16 существующих средних религиозных учебных заведений в Узбекистане принимают детей только старше 16 лет, и их количество считается недостаточным для удовлетворения потребностей мусульман. Qanaqa insonlar o'tiribdi parlamentda, bular bir hayotida Alloh demagan. Musulmon emasmi, kalima shahodat keltirmagan. Men musulmon avlodiman, ajdodiman demaydimi? Отметим, что приход Мирзиёева к власти в 2016 году сопровождался объявлением масштабных либеральных реформ, которые в том числе затронули и религиозную сферу. Но, как оказалось на практике, все это носило популистский характер, и как только новый президент укрепил свою власть, все начало постепенно обратно скатываться к практикам каримовских времен. Например, в одном только 2018 году было закрыто 116 худжр, домашних медресе. Кроме того, начиная с августа 2018 года, контроль над Духовным управлением мусульман Узбекистана и Комитетом по делам религий был передан силовым структурам путем назначения на должность заместителя главы Дум Узбекистана, сотрудника службы государственной безопасности Дилшода Хашимова, а на должность заместителя главы Комитета по делам религий подполковника МВД Нуримона Абулхасана. Tarbiya darslarida bu qadriyat sifatida singdirilgan deyaptilar. Men bilmadim bu qayerdan keldi bu fikr. Men bilgan qonun bo'yicha bizda ta'lim tizimida diniy fanlarni yoki diniy elementlarni ta'lim tizimiga joriy etish taqiqlanadi. Спецслужбы Кыргызстана сообщили 5 июля о предотвращении попытки насильственного захвата власти. Об этом сообщает АКИ-пресс со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности ГКНБ страны. Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки, сообщили в ведомстве. Вот здесь самое сложное, что сам комитет утверждает, что к этой попытке захвата власти имеют отношение некие политические силы. Но при этом не раскрываются, о каких деструктивных политических силах идет речь. По версии следователей, группировку сформировали из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию, говорится в сообщении. Каким образом, однако, идеология криминалитета может совместиться с религиозной идеологией, так еще и подтолкнуть человека к госперевороту, объяснить силовики не смогли. Следует отметить, что в последнее время в Кыргызстане силовики уже несколько раз объявляли о героических предотвращениях попыток госпереворота. Так, например, в июне 2023 года в столице были задержаны более 20 человек по подозрению в подготовке насильственного захвата власти. В январе этого года президент Жапаров сообщил, что в Кыргызстане предотвратили госпереворот. Его готовили, как он выразился, те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов. Отныне в нашей стране не будет
никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Политологи отмечают, что у тандема Жапарова-Ташиева и у их российских кураторов очень далеко идущие планы по Кыргызстану. Они планируют завершить эру политической турбулентности в стране, погасить любые проявления гражданского общества и излишнюю свободолюбивость кыргызского народа. Для этой цели они укрепляют свою власть, жестоко устраняя оппонентов и несогласных под предлогом национальной безопасности. Бүгінгі күнде президенттің саяси технологиялары бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орыстар бар. Мен алармен да жолуккам.